Гончарное ремесло – это не просто мастерство, оно требует также таланта и терпения. Так, например, при желании вот такой вот сосуд можно слепить за 15 минут. Сформировать шар, перемешать и надавливать глину, слегка касаясь диска руками. Вот основные этапы создания сосуда, который знает любой гончар. Для Марьям Султыговой, которая посвятила керамике всего 4 года, это проще простого. Девушка признается, что создать уникальный бренд, который станет лицом республики, вот ее основная задача. Самая главная часть эскизная. То есть, когда ты придумываешь свой проект, то есть это... Свою работу можно привязать к какой-то эпохе или какому-то стилю, какой-то национальности. То есть сделать не просто скопировать с картинки, а сделать что-то именно авторское. Чтобы приобщить приезжих гостей к местному колориту, Комитет по туризму совместно с Ассоциацией ремесленников региона провели свое первое мероприятие, демонстрирующее мастерство прямо в павильоне. Это площадка, где турист сможет узнать о национальных ремеслах ингушей, поучаствовать в мастер-классах и даже смастерить своими руками сувенир под чутким руководством художника. Для нас сегодня это была своего рода проба пера, дабы понять, насколько интересно будет пассажиропотоку, людям, которые прилетают или улетают из этого аэропорта, посмотреть, что предлагают ремесленники, насколько это интересно с точки зрения приобретения данного товара. И, конечно же, наша задача как отраслевого туристического комитета сделать это своего рода брендом нашего региона. Оказывается, наличие идеи и средств для ее воплощения не всегда становится формулой успеха. Порой нужна и помощь со стороны. Необходимо было место, чтобы реализовать затею, и администрация аэропорта пошла навстречу. По словам Адама Галаева, эта площадка стала самым лучшим вариантом. Кто-то сможет познакомиться с ингушскими обычаями и традициями через атрибутику, а кто-то и вовсе в будущем стать ремесленником. Мы на данный момент встречаем гостей, туристов республики и со своей стороны показываем нашу продукцию, сделанную мастерами. Огромное разнообразие сегодня будет предоставлено. И самое главное, мастер-класс по гончарному делу, по которому любой желающий бесплатно сможет подойти, поучаствовать, сможет попробовать узнать про эту деятельность. Именно чем отличается гончарное дело, именно ингушское направление от других. И самое главное, то, что он может взять себе какой-то сувенир, связаться с нами. Это далеко не первый мастер-класс. На достигнутых договоренностях здесь не собираются останавливаться. Комитет по туризму и дальше будет сотрудничать с активной молодежью, которая намерена преобразовывать республику в лучшую сторону. Хава Гагиева, Майрбек Мержоев, Новости 24.